Фельдшеру скорой медицинской помощи, которая стала в одночасье известной на всю республику, присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Башкортостана». Разида Абдеева недавно своими действиями во время массового ДТП привлекла внимание главы региона. А сегодня Ради Хабиров наградил женщину почетным званием. О том, как прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, в репортаже Руслана Батыргареева. Пригласили на торжественный концерт, а вот почему ее место в первом ряду, так и не сказали. О том, что Разиде Абдеевой присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения», женщина узнает, лишь поднимаясь на сцену. А это те самые кадры массового ДТП на Демском КПМ в конце февраля. Именно бригада Абдеевой не проехала мимо. Фельдшер скорой первой, пробиваясь через сугробы, бросилась на помощь пострадавшим. Но, к счастью, в тот день обошлось без жертв. А уже позже глава республики поставил Разиду Абдееву в пример, какими должны быть все медицинские работники. Однако женщина себя героем не считает. Это обычный день, это обычная ситуация, которая бывает у всех скорой помощи, и поэтому здесь ничего героического, вообще ничего не было. Просто так совпало, наверное, что высветилось так. А так это обычно наша работа, все по внутренним инструкциям, как положено это. И таких преданных своему делу и ответственных женщин в зале конгресс-холла Таратау собралось немало. В одном ряду учителя и врачи, доярки и предприниматели, воспитательницы и артистки. С наступающим Международным женским днем представительниц прекрасного пола поздравляет Ради Хабиров. Дорогие женщины, все, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которому посвящаете себя, несет красоту, нежность и добро. Вы украшаете мир своей душевной щедростью и материнской заботой. Вдохновляете нас на сильные мужские поступки. А мы, мужчины, в свою очередь, постараемся быть достойными вас. Вы олицетворяете милосердие, сострадание, терпение и такт, отметил, обращаясь к собравшимся, Ради Хабиров. Не случайно больше всего женщин трудится в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования и культуры. Но среди приглашенных и те, кто выбрал профессию стоять на страже правопорядка. Это очень приятно, это достойно, наверное, оценено где-то мой вклад, мои личностные качества. И настолько торжественно, я смотрю, в преддверии праздника какое-то волнение, женщины фотографируются, женщины в настроении, женщины улыбаются. Без внимания не остались в этот день и наши коллеги, работницы средств массовой информации. Ну а директор школы-студии телерадиоискусства ТРК Башкортостан Шаура Гильманова удостоилась почетной награды ордена Салавата Юлаева. Я думаю, что это самая высшая награда республики. Это признание работы нашего телевидения и радио. Вот нашему радио 90 лет, больше теперь уже, телевидению 60, из них 45 я внутри. И дома, и на работе они стараются навести порядок во всем, действуют как строгие и требовательные мамы, проявляя при этом чуткость и заботу к людям. Этот торжественный прием накануне Международного женского дня – хорошая возможность хоть ненадолго забыть об ежедневных заботах и услышать в свой адрес теплые слова. Ведь все внимание только к ним. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов и Азат Тузбеков. Новости Уфа.